Салам маламай күннен үммөт икки тахинча хүрбәһылнан, саңа хылынан бука барагытын этедегестеннеге ардылибин, онна бу бүгүн эфирге тасыбытча бу атономуктар саха омугун тух кайдах кепсиллерин, саналарын, уналарын билингерерген абын, окурдук бу ведущий специалист Международной академии по развитию человека денге Улли Хамсыгиджар Михаил Иванович Башкиров тенке кепсянин эйволгон тоғытуыр тахарабын. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте все те, кто любит и смотрит программу «Шаг за горизонт». После показа в эфире передачи «Прямое зрение» с участием ведущего специалиста Международной академии развития человека Михаила Ивановича Башкирова в адрес передачи пришли письма и телефонные звонки с просьбой еще раз устроить встречу с Михаилом Ивановичем. Что мы и делаем. Прошу любить и жаловать, у нас в студии Михаил Иванович Башкиров. Михаил Иванович, зрители, посмотрев первую передачу, задают достаточно много вопросов. Я просто перечислю несколько вопросов. А на какие мы будем отвечать, вы уж сами выберете. Значит, вопрос первый. Просят показать, как создаются рисунки. Не только рассказать, но и показать. Сделаем мы это? Ну, это, конечно, мы. Хорошо. Сделаем, чтобы... Потом завлекло зрителей вот этот рассказ о знаках на руках. Более подробно об этом. Далее о расшифровке рун. Потом о программах, которые спускаются на человека, о 9 способах видения и так далее и тому подобное. И, наверное, вот рисунки мы, как создаются, покажем в конце, а то мы сейчас в красочках все вывозимся, и потом что будет с нами. Я просто перед тем, как начнем разговор, хотел бы зачитать одно лишь письмо из мест не столь отдаленных. Здесь автор этого письма пишет о том, что Михаил Иванович, я вас очень прошу быть моим учителем. Это сложно? Абсолютно нет. Дело в том, что если он находится не в столь местах отдаленных, у нас сейчас в интернете есть как раз программа обучения, есть на дисках программа обучения, и можно будет через интернет посмотреть эту методику Бронникова и овладеть технологией даже в местах не столь отдаленных. То есть вы подчеркнули о том, что можно овладеть прямым зрением и без учителя? Конечно, естественно. Я говорю, это обучаемая технология, где работают определенные закономерности. Поэтому здесь не обязательно должен быть учитель, гуру, там, а обучиться спокойно, свободно, сидя у компьютера или... Понятно. Ну и теперь более подробно о знаках на руке. Это самое, то, что больше всех заинтересовало, в том числе и меня. Вы знаете, дело в том, что мне повезло, случайности не бывает. Так как я 8 раз летал в Якутию, это действительно реликтовый народ, по словам Ксенофонтова. Они сохранили потомки гуннов, а гуннов объединяло Тила, знаменитое Тила, наш предок арийцы. И поэтому они сохранили вот этот самый рунический запас, как бы до 1900 года свободно читали на руническом. И прекрасно создал рунический словарь мой друг, который меня приглашал в Якутию, Андрей Кривошапкин. Вот это вот руна. Давайте скажем, что такое руны. Ну, руна — это знаковая система, которая фактически, изображая определенный знак, они создают определенное воздействие на окружающее пространство. Любая знаковая система — это фактически торсионный знак. Написав эту руну, можно воздействовать на это материальное пространство. Поэтому, не умея управлять этой силой, как бы... Каждая знаковая система, даже если я поставлю точку на бумаге, это уже, как я у Бронникова вычитал в книге, это генератор торсионных полей. Да, генератор торсионных полей. Дело в том, что так как раз мы живем одновременно в 3 пространствах, то любая черточка, если, например, помните, в знаковой системе 64 гексаграммы, то уже здесь вот это отверстие фактически создает вот эту 8, то есть в материальном пространстве объект, в нематериальном пространстве объект, и в промежуточном пространстве золотая вот эта серединка. То есть получается знак вечности. Как бы своего рода так у нас мир устроен.
вот эта восьмерка создает как раз нематериальное пространство, закачивает материальное. Если попадает в обратную сторону, здесь происходит разрушение до мельчайших там частиц, то есть вакуум, или как бы своего рода, когда ученые утверждают, что когда выкачивается полностью все электроны, там, ну, создается абсолютная пустота, то она почему-то все равно создает материю, материализует. Интересная картина. Мы начали говорить о рунах, перешли к знакам, а потому что на самом деле человек-то придумал вот эти руны, эту азбуку для того, чтобы вообще-то, чтобы это было как бы воздействие вот этой знаковой системы, по сути дела, на человека. И вот эти руны, продолжаем, руны как раз и те самые знаки. Естественно, знаки и руны великолепно влияют. Я просто говорю, знаковая система великолепно влияет, потому что фактически есть даже такое понятие, как бы древними, раньше называлось хирософия, хирология, хиромантия. Это все относится к знаковой системе и объединяет общее название философия. То есть, как бы изучение человека, как он перекликается с окружающим пространством, взаимодействует или разрушающе действует на природу, или она на него. Поэтому и создали письменность, создали вот эти руны, благодаря которым можно было бы, ну, как бы обмениваться информационным опытом, что ли, своего рода. Хотели сначала поговорить о знаках на руке, ну, давайте с рун перейдем потом к знакам. Ну, вы знаете, все равно дело в том, что перекликается. Вот, например, даже вот этот вот знак, вот этот знак, он обозначает Бё или Одина знак. В переводе обозначает медведь. А значит, вот этот вот знак, он везде, и в Египте этот знак находится, и у нас. Иногда даже там как бы, этот знак называется Ичи или Олгис, дух. Как же расшифровать-то? Как же ему удалось расшифровать вот эти как раз, дело в том, что, понимаете, как Республика Саха, это раз они прямые потомки хунов, вот, они являются, как бы, своего рода, ну, глупо, как бы, сложно услышать о том, что они являются потомками арийцев, как бы, так якуты, вроде бы. Вот, но когда в 40-м году проверяли наличие арийской крови, дело в том, что проверяли в лабораториях, оказалось, что у нас, у россиян, арийской крови насчитывалось где-то 14, у немцев 16, а у якутов 28. Это когда испытывали, как бы, как воздействовать можно на геном человека или на кровь определенная. Вот. Занимались исследованием в лаборатории. И поэтому тут неудивительно, что народ как бы сохранил вот своей памяти определенные, благодаря сохранению традиций и обрядов, не нарушая их. И Запад не мог повлиять на них, потому что они были отдалены. Север мороз 60 градусов, как-никак. Поэтому они сохранили вот этот вот первозданный свой тюркский язык и смогли уберечь эту знаковую систему. Что самое интересное, вот это вот блюдо, серебряное блюдо, которое пытались расшифровать в Алмате, когда откопали золотого человека, расшифровал только вот Андрей Кривошапкин. И если посмотреть обозначение знаковой системы знаков, то что самое интересное, тибетские и индийские знаки, и, то есть многие даже слова, которые они говорят, они не понимают, о чем говорят. Очень хорошо, сейчас я найду даже высказывание. Многие религиозные термины, употребляемые, например, в христианстве и в буддийских учениях Тибета и Индии, имеют смысл и на языке народов Саха. Удивительно то, что смысл этих слов передают суть этих религиозных терминов, которые часто на языке христианина или буддиста употребляются как слово из другого древнего языка, который не имеет смысла на языке верующих. Например? И поэтому, ну, например, «Ом мана падме хум», многие там ходят, да, «Ом мана падме хум», в переводе с якутского «Угадай истинное племя». Интересно. Вот. И любое, я почему говорю, что любое русское слово, которое вот я задавал Андрею, он мгновенно переводил с якутского. Я почему говорю, что когда я спросил, ну хорошо, объясни мне, переведи русское слово «Кремль». Ну как можно перевести Кремль? Тут. А он говорит «КРМ». Якутское слово перевод обозначает место, загороженное каменной стеной. О, как здорово. Я говорю, хорошо, тормоз. Он говорит,
Когда лошадь спускается с горы, то телега, которая вот-вот может задавить лошадь, то хозяин этой лошади подкладывает в колесо палку в колеса. Называется тормоз. Ой, как здорово получается, что чуть ли мы все родственники этих чукчей. Не чукчи. Дело в том, что самое интересное, когда я однажды на занятиях сказал, ну как говорится, как говорят чукчи, однако. У них там любое значение как бы слова мы переводим на однако. Занятие закончено, то одна женщина просто встала и говорит: вы извините, у нас чукчи является самым элитным северным. Дети көрдік, бұл Башкиров кепсәне толыры версияты YouTube каналға бар, ұныттон комментарийға қандығы дені иттақытын ұттын мен қорыйдан береғім, қантан болар күтін. Онытты бұл видеоны кәдік нағыны хақа омығар нада хақа түрет білейтін тарғатыр бітігер бұл кәдік туғалақ видеолар дебіп болы қытына маны ме тарғаты қытын сөп, оныттон Опсайнан бұл канал бар сұруттар аргытын умнуман, манна киреңит бұл видеоны көрінді подписаться дем бар, оны баттығыт, онтон жоранчык бар, оны баттата қытына бұл видеолары көтіппәп болағат сигналдар кәлектері, онытын жоңғы әме енне деңгет дерден, манна киреңит подпискалының сақа құтай өденге, төхінден өрбей біттаттон очы түргенлік бейге бұл сақайтаған бейт бар жоңғытығар тарған еді. Онын екітатын бары бейінге Үске бір сомыға болан үлілі қайын.